Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Сегодня в кинотеатрах долгожданная премьера. Наконец, в широкий прокат выходит фильм «Диодорова против течения». Прямо сейчас идет премьера. Фильм рассказывает историю серебряного призера Паралимпийских игр, чемпионки мира и Европы Анастасии Диодоровой. В трехлетнем возрасте Настя получила электрический удар в 10 тысяч вольт, выжила, но лишилась обеих рук. Настя Диодорова является примером для многих, мотивирует людей по всему миру. Эта история никого не оставит равнодушным, разорвет ваши сердца, но и окрылит на новые победы. О съемочном процессе и работе над картиной сегодня пойдет речь с нашей гостьей, продюсером фильма Верой Филипповой. Добрый вечер, Вера Михайловна. Поздравляю с премьерой. Спасибо. Спасибо, что вы сейчас с нами, а не там с ними, где большая часть съемочной группы сейчас находится по кинотеатрам. Расскажите, пожалуйста, вкратце о фильме, о чем история? Ну, если вкратце, да, это история подвиги человека, да, это подвиг. Настя, она совершила в своей жизни подвиг, который она вот с 3 лет прошла, это свою жизнь, да, и она закончилась вот сейчас, как бы она добилась успеха, вышла на заслуженный отдых, она ушла с большого спорта. И вот самое время показать об истории Насти Диодоровой, вот наше время. Вот как раз время пришло, можно сказать, и люди должны знать об истории личности о Анастасии Диодоровой, вот титулованной нашей паралимпийской чемпионки. И я думаю, что затронет любые сердца вот нашей Якутии, от мала до велика, потому что это касается каждого человека, каждой семьи и каждого жителя нашей республики, я считаю. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить сообщение текстом в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Вера Михайловна, а вот боепик обычно снимают о каких-то исторических личностях, да, которые давно уже прошедших лет. А вот снимать боепик о современнике, о ныне живущем человеке, это сложнее или легче? Это, можно сказать, даже легче, наверное, да, когда человек вот среди нас живет, работает. И как-то вот я считаю, что исторические личности снимать это труднее, когда вот не наше время, да. Она герой нашего времени, поэтому людям это будет восприниматься легче. И наш создателям, режиссеру было тоже очень интересно вот именно Настю, да, снимать, потому что режиссер Сандал Байшев, он знаком с историей Анастасии уже будучи молодым человеком, да, даже в детстве, потому что ее тетя была знакома с матерью Анастасии. То есть мы все, не только вот режиссер, да, а Якутии все знают про Настю Диодорову. Она вот в спорте 20 лет. И в течение этих 20 лет мы наслышаны про нее. И каждый, я в этом убедилась, когда в прошлом году были проводы от этого спорта, да, от большого спорта Настю. И в этом Чалбоне собралось народу, и прямо негде было упасть яблоку, да, потому что люди идут, шли. И я увидела вот пацанов, которые сидели на крылечке, да, и были прямо так воодушевлены, что вот они видят Настю. Вот Настя, она для них тоже вот героиня. И поэтому я считаю, это, наверное, для режиссера было легче снимать. А идея создания такого фильма, получается, ему принадлежит, да? Да, принадлежит режиссеру Сандалу Байшеву. Это было в 2019 году. И он поделился, конечно, в это время
снимался фильм «Тыгындархан», и мы работали в Мосфильме под руководством Никиты Рыжакова. И Сандал тоже работал в это время с ним. И, видимо, там... На картине Тыгындархан, да? Ага, в фильме «Тыгындархан» он работал администратором. И, будучи, значит, помощником Никиты Рыжакова, он, видимо, начал уже подумывать тогда, в 2019 году. И он озвучил эту идею, и мы начали с ним. Первым делом мы обратились к Гуляеву Михаилу Дмитриевичу. Министру спорта тогда. Министру спорта тогда он был. И он так воодушевленно сказал: да, о Насте надо снимать кино. Это вот так вот он сказал. И мы, окрыленные, уже дальше пошли Егору Афанасьевичу Борисову. Тоже он поддержал. В общем, поддержка была от правительства, можно сказать, да, от Министерства спорта. Поэтому решили смело взяться за это дело. И когда начались... Ну, вот... А съемки начались в 2024 году, в прошлом году, в марте месяце. Ну, то есть от идеи до съемок прошло, ну, 5 лет, да? 5 лет. Это вот всегда так бывает, потому что пока созревает, пока сценарий пишется. А кто писал сценарий? Сценарий писал Сандал Байшев сам. Сам писал. И... Вот это, кстати, такое общее место для якутских режиссеров. Многие говорят о том, что поскольку сценаристов мало, им приходится самим писать сценарии по своим задумкам, потому что есть такая, так и было, есть так такая и ситуация. Было. Но ему помогли, конечно, с Сахатеатра помогла, тоже сценаристка, да? Поэтому общими силами получился сценарий такой очень хороший, я считаю. И начали вот в прошлом году, в марте месяце снимать, начали с Москвы. Потом здесь насколько сценарий близок к документальным событиям, или там есть какие-то расхождения? Потому что вот по отзывам Насти, которые вот в интернете можно прочитать, да, она говорит, что это, ну, все-таки, конечно, понятно, что это художественная история. Вот. Какой там процент? Ой, я бы сказала, что домысла. 1 к 1, да, потому что как воспринимают Настя с матерью, они вот с первого, когда предпоказ был в Москве, да, они сразу сказали, что как будто мы там вот, каждая вот эта ситуация, да, она знакома им. Они говорили нам, что как будто вот заново прожили свою вот эту жизнь, да. И Настина впечатление было, она сказала, снято очень деликатно, она же все-таки боялась. Это ее история же, да, очень трудная. И каждому она, конечно, не могла бы довериться. И она доверилась Сандалу, так как они знали, я же говорила, да, они знакомы, поэтому она доверилась, свою историю доверила режиссеру. И всегда она говорила: я верю, я уверена, что получится. Она никогда не волновалась, что не так, как-то не так будет. И вот ее впечатление было, что да, очень хорошо сняли. Она ведь еще дублировала в некоторых сценах артистку, которая исполняла ее роль, да? Да, она дублировала. И я расскажу этот пример, да. Мы ее ждали из Москвы. Должна была прилететь 12 часов, и все, ее нет. И мама мне звонит, говорит: мы попали в больницу. Она летела из Москвы и сознание потеряла. И ее сразу, конечно, увезли в больницу. Ой. Ага. И она должна была сразу приехать. И мы же там 800 человек в бассейне-то массовку собирали. Ага. И в 5 часов только они освободились. Ее, конечно, хотели оставить в больнице полежать. Она говорит: нет, я должна сниматься. И вот мы ее встретили. И я так удивилась, как она прямо вот очень сильный человек, только может так говорить. Она сказала: я хоть сейчас, хоть куда могу сниматься. Я говорю: Настя, ты что? Да завтра полежи, отдохни, и завтра еще люди придут. Вот так.
Вот, значит, в 2024 году начали съемки. У Ага. нас есть небольшой сюжет со съемок. Давайте посмотрим, вспомним, как это было. Основные съемки уже вовсю проходят в бассейне Чолбон. Тут главная героиня Маша Иванова, которая играет роль самой Насти, уже активно вовлечена в рабочий процесс. Отбор на главную роль у Маши проходил в 3 этапа. Ей было необходимо заниматься плаванием с тренером, пройти собеседование у режиссера, и, несмотря на то, что претендентов было много, главную роль она все же получила. То, что проходится кастинг, я узнала от мамы, рассказала мама. Вот. Ну и, конечно, согласилась. Это все-таки такая роль Насти. До съемок никогда не занималась плаванием именно. Вот. А когда приняли на эту роль, то уже начали заниматься с тренером. В таком большом и историческом фильме принимает участие много людей, от которых зависит реальная передача атмосферы того времени. Так, например, специально для фильма пригласили известную российскую актрису театра и кино Татьяну Арнгольц, которая, как оказалось, в Якутии уже во 2-й раз. В фильме она играет тренера Анастасии. Она уверена, что история мировой спортсменки – это поистине достойный жизненный путь человека. Мы встретились с режиссером, с продюсерами в Москве. Они как раз приехали туда для съемок экстерьера. И на этой встрече я сказала, да, конечно, я с огромным удовольствием буду работать. В Петербурге сталкивалась с тем, чтобы группа была настолько готова, чтобы настолько люди знали, как они хотят снимать, что они хотят снимать. Низкий им поклон и спасибо за то, что у нас есть и снимают вот так кино, и снимают такое кино. Чуден и прекрасен и богат ваш край. Я здесь неделю, и я чувствую себя абсолютно счастливой тут. Сам фильм концентрируется на предпаралимпийском периоде жизни Анастасии в 2003 году, где через год она получит свою первую путевку в Афины. Основная задача съемочной группы – это воссоздать картину того времени. Именно поэтому процесс съемок оказался не таким уж и простым. Как рассказал продюсер фильма Александр Лукин, они уже успели отснять часть материалов в Москве, а вот самое основное предстоит снять в Якутии. Мы сегодня собрали массу людей. У нас сегодня, так скажем, массовые сцены. Одна из самых важных сцен нашего фильма. Мы снимаем финал. Это воссоздаем соревнования, чешские соревнования, там, где наша Анастасия Диадорова прошла отборочный тур. И после этих соревнований, выиграв, она получает путевку в Афины. Съемки проходят прям отлично, все заряжены, команда слажена, актеры играют очень хорошо. Съемки по времени займут полгода, и следующий большой этап работы – монтаж. Фильм планируют выпустить в широкий прокат уже в следующем году. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Ну, давайте сразу зрителям поясним, что у фильма несколько продюсеров, потому что сейчас показали Александра Лукина. Ну, Александр Лукин, он работает с Андалом уже по 3-му фильму, да? Был Эрбюгю. Это работали они вместе с Андалом. Сандал был продюсером, а Саша Лукин был режиссером. А теперь наоборот. А теперь наоборот. Потому что Саша немножко отошел из-за того, что он очень занятый человек. Мы все знаем, да? У него тоже фильм должен выйти, Михаил Чанбулчуд, да? И другие, у него очень много проектов. Поэтому он уступил, можно сказать, Сандалу Баишеву, потому что он выиграл грант Министерства культуры и духовного развития, что как дебютант, режиссер-дебютант. Поэтому он должен был это доказать сам, снимать. Это был грант на дебют? Грант на дебют режиссера. 5,5 миллиона получили. И на эти деньги начали снимать фильм. И как вот сейчас уже можно сказать, ну, предпремьера прошла в Москве, как дебют удался? Ну, я считаю, что удался. Удался, потому что люди готовы. Сейчас мы живем в такое время, да? Поэтому как-то всем этот фильм нужен в наше время. И как-то люди благодарны даже, что именно вот такой фильм
получился, да? Конечно, это риск для режиссера, для создателей, какой это получится фильм. Я-то сомневалась, конечно, в плане, что у нас денег нет, что как, мало ли, всякое может быть. Когда мы снимали в Москве, там дроны летали, например, да, и столько было преград, надо было обязательно там документы оформлять, тут оформлять в связи с этими дронами. Поэтому, конечно, было очень много проблем, если так вот сейчас сказать, да. Но это все преодолевалось, как вот Настя прожила свою жизнь, так же и фильм имеет свою судьбу, идет своим ходом. И, конечно, преодолевая все свои эти проблемы, трудности, вышел фильм, и я очень довольна и рада. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Вопрос такой. Я вот не профессиональная актриса, но всегда очень хотела попробовать себя в кино. Вопрос как к продюсеру, можно ли попасть в кино, если да, как можно это сделать? Когда снимают фильм, обязательно проводится кастинг, да? У нас вот есть кастинг-директор, например, кастинг-директор по фильму, который занимается. Очень много этапов проходит. Вот Настя, например, из 80 девочек выбрали ее, поэтому надо в первую очередь подавать заявку. Как только услышите объявление, надо звонить. То есть следить за объявлением. Следить за объявлением. На кастинг. Ну, я так понимаю, что в кастингах могут принимать участие и непрофессиональные актеры у нас ведь, да? Да. У нас непрофессиональные актеры иногда играют лучше, чем профессионалы. И якутский народ, он очень талантлив. А где вот эти объявления? Объявления бывают по WhatsApp. По WhatsApp, да. Я думала, вы сейчас скажете, есть специальный сайт. По телевизору, но это редко по телевизору. В основном по социальным сетям и так далее. Да? Но за чьими социальными сетями нужно следить тогда? Нужно подписаться на всех режиссеров, на всех продюсеров? Но это очень видно бывает, потому что растрезванивать во все эти начинают, да, потому что очень трудно все-таки найти подходящего героя, там, артиста или просто человека, массовки и так далее, да. Это вот такая потребность, между прочим, очень большая. И очень большая работа кастинг-директора, я считаю. Но вот вы сказали, очень много девочек было опробовано на роль Насти. А Настя сама принимала участие? Она принимала участие, и ее, как я поняла, ее скромность привлекло. Ее скромность привлекло режиссера. Девочки скромность. Девочки. Актрисы. Там много девочек, которые умели и говорить, и там петь, и так далее, и так далее. Вот именно ее скромность, ее как-то... В том, что она похожа на Настю. Похожа на Настю. И вот именно вот такого характера актриса должна быть. А вот нам в сюжете показали Татьяну Арнгольц. А как вообще возникла идея ее пригласить? И ну, это, как там говорится, наверняка же не на кастинг она подалась. Удача это. Удача для режиссера, я считаю, и для нашего кино. Тут я должна обязательно сказать, да, вот кастинг-директор, я все время говорю, да, Яна Филиппова, она вышла на представителя Арнгольц, и как-то случайно все так получилось тоже. Она согласилась почти сразу, и передали, значит, сценарий. Все якутяне знаете ее как ведущую «Жди меня», да, Татьяну Арнгольц. Она всеми любима в республике и в России. И она сама была тоже готова вот к этой тематике социальной и так далее. И поэтому я считаю, что сценарий сразу ей понравился. И она сама говорила, что от фильма она немножко отошла в то время. Она все время сейчас занимается в театре, она занята. «Тихий дон» там, и другие спектакли. Ездит, очень много ездит по регионам,
поэтому очень занятый человек. И вот как она выступила сейчас в интервью, же она говорит всегда, да, что именно вот истории вот таких людей, которые мотивируют, они очень нужны людям. Ну, она говорит, что ее приняли тепло, как вам работалось? Ой, я вообще считаю, что профессионалы и человеческим качеством, да, редкие, наверное, тем более известная российская актриса. Но то есть капризы, рай, да, все может быть же. Она первую встречу пришла, вот когда мы встречались вот с продюсерами, с Сашей, там, с Алгысом, да, сидели, волновались. Она пришла такая тихонько, зашла, одна, без сопровождающего. Я спросила, а как это, без сопровождающего? Нет, я сама хожу. Вот такая она пришла, все, мы рассказали, что и как. Она говорит, да, хорошо, когда можно приступить. Все, и все началось. И сюда она приехала со своим сыном и няней. И они были в восторге от Якутии. Мы их везде, значит, все показали. Татьяна была очень занята съемками. И в свободное время она посетила и Ленские столбы как раз. Были же зажжения огня, Дети Азии. И она там колоссальную энергию получила. До сих пор она благодарна, да, нашему краю. Вот насколько нам известно, съемки проходили сразу в нескольких районах Якутии, но еще и в Москве, да? Да. Вот как это было вообще? Сколько локаций, какие-то интересные истории, может быть, связаны? Ну, если говорить о Москве, да, там снимались вот юные годы Людмилы с Алексеем, родителей, да, Насти. Мы договаривались с «Динамо», с парком имени Горького. Они, конечно, у нас такие цены выставили. За 1 час, там сколько-то, да, неподъемные для нас цены. И мы обратились в Паралимпийский комитет, нам очень помог России. И все эти вопросы решались на уровне Паралимпийского комитета. Поэтому все съемки, конечно, с ним мы делали там бесплатно. То есть вот это вот было самое сложное, наверное. Самое сложное это было в Москве. Основные съемки проходили в городе Якутске. Тут все бассейны были задействованы. Я хочу поблагодарить Министерство спорта, бассейны Чолбон Петра Петровича Черкашина, адаптивный центр Нюргуна Владимировича. Вот они помогли всех поднять, да, там массовку 800 человек. Мы же не могли поехать в Чехию там или куда-то. И все это снималось у нас в Якутске. Еще снимались в родном селе Тумол, Мигино-Кангаласского района. Там снимались и летом, и зимой. Так вот. И в этих Ленских столбах, в этом Кетеме, Хангаласского луса тоже снимались. Съемки были. А самое сложное было что? Вот эти разрешения? Самое сложное все-таки было подводные съемки. Подводные съемки, это надо было обязательно с чрезвычайными этими спасателями и так далее, да, и погружение в воду, аппаратуры и так далее. И вот когда мы в Москве встречались с командой, главный оператор Андрей Петров, он рассказывал, Настя говорит, я даже не успела опомниться, как Настя проплыла. До того она быстро проплывает, я даже так бегать не могу, он говорит. Не успел. Первый дубль прошел так. И он, конечно, приспособился. И следующие дубли прошли, конечно, удачно. А как прошла премьера в Москве? Премьера в Москве 2 апреля вообще был показ в иллюзионе, там да? были все знакомые, паралимпийские эти чемпионы, спортсмены, тренеры были. Всего-то 217 мест, такой закрытый тоже
кинозал «Иллюзион», где фильмы такие тоже закрытые все показывали раньше, да. И поэтому Настя-то сама москвичка, училась в Москве, работает она сейчас. И одноклассники и так далее, это очень много народу, да. Мы даже якутскую диаспору не смогли пригласить. Были с представительства якутского нашего, волонтеры были, поэтому было такое камерное тоже, скажем, присутствие. И очень тепло, очень тепло. Встретили, и я знакома с этими экспертами российскими, да, которые принимали участие, тоже пришли. Они нас зовут на кинофестивали спортивные. У Родниной Ирины Константиновны есть кинофестиваль спортивного характера. Они прямо приглашают участвовать. В Крыму будет вот в мае месяце. И были очень тронуты именно вот таким духовным этим, духовным составляющим фильма, да? И люди даже плакали, сидели, вот эти эксперты. Меня так затронуло. Монтажер, режиссер-монтажер российский прямо говорит: ой, как вы это... Прямо я, говорит, очень сидел и очень даже... Настолько мужчина проникся, что проникся и даже плакал, сказала. Я говорю, что как так можно. Вот так вот воспринимали, хлопали. И рядом сидела Татьяна Рангуль со мной, да? И она все, вот когда фильм закончился, она прямо хлопала, начала хлопать. Так она хлопает и мне говорит: надо обязательно по России показывать этот фильм, обязательно. Я говорю: понравился? Очень понравился, говорит. Ну, это что-то значит, конечно. Вот отсюда вытекает вопрос, что с показом по России? По России у нас сегодня тоже идет показ в киноконцертном зале имени Эльдара Рязанова. Это в Москве? В Москве. Ага, стартовала тоже сегодня. Это как бы пробные, да? Мы договор заключили. И будем работать над этим. Ну, то есть пока один экран Пока только. один кинотеатр, да? Ага, а потом посмотрим, как пойдет, мы это начнем работать. Ну и, наверное, на платформах можно будет увидеть потом, да? Да, ОККО, конечно. Кинопоиск. Да? Да? На всех? Но пока будем воздерживаться, конечно. Ага, это все равно же надо какие-то сроки пройти. Ну, сначала прокатить, да? Прокатить самим, а потом уже пустим, наверное. Это прокат – это очень сложный вопрос для якутского кино. Ну вот, я знаю, что это же ваша не первая работа. Вы уже упоминали, что вы на Тыгын-Дархане как раз познакомились с режиссером этого фильма, будущим режиссером. Вот, то есть, получается, вы были продюсером исторической драмы, теперь вы продюсер спортивного боепика. Вот, и вот наверняка с прокатом... Вот расскажите, почему у нас все-таки якутское кино не выходит в российский прокат? Если вот вы сами говорите, что Арнгольд сказала, что надо показывать. И наверняка, когда вы ее приглашали в фильм, думали о российском прокате, привлекая такую известную личность. Почему не берут якутские фильмы? Или мы не даем? Или что происходит? Так, ну, в первую очередь нужны финансовые вложения. Мы как-то своими силами, там, Тыгын-Дархан, например, снимался на государственных инвестициях, да, а там не предусматривалось прокат. То есть это создатели должны были сами своими силами, да. Я, например, ездила в Казахстан, хотела все-таки этот исторический фильм как-то прокат сделать, да, познакомилась, и они у меня попросили 5 миллионов на рекламу и так далее, и мы во всех наших кинотеатрах показываем.
Этот фильм нас очень интересует. Казахстан, конечно, в дни Якутии в Казахстане показывали. Было очень много откликов. Ага, но 5 миллионов в Якутии я не могла достучаться до правительства, ни до Министерства культуры. Они говорят, как это вообще никаких у нас бюджет не предусматривается, и на этом все заканчивается. Но сейчас вот разрабатываются другие каналы. Ага, вот вчера я послушала по телевизору тоже наши Аманатова, да? Аманатов, он выступил, говорит, что... Семен Аманатов? Семен Аманатов выступил очень хорошо о прокате якутских фильмов. Надо заниматься очень серьезно. И какие-то вот они все-таки через Китай, там, Турцию, да, хотят протолкнуть наши фильмы. И надеемся, что мы должны какую-то вот концепцию сделать по прокату якутского фильма. Но вы говорите 5 миллионов на прокат, ну, деньги на прокат, это имеется в виду деньги на маркетинг, на рекламу, да? Да, на маркетинг, на рекламу только, да? Ага. Но потому что прокат, это же, они же зарабатывают сами? Зарабатывают. Да? Ну, конечно, они проценты говорят, столько-то процентов вам, столько-то это. Обычно 50 на 50. Да, с проката 50 на 50 обычно. Но таких денег вот не можем. То есть, если нет рекламного бюджета, зритель не пойдет, они не окупятся, поэтому не берут, да? Да, так получается? Рисковать-то никто не хочет. Вдруг, мало ли, не прокатится. Потому что в Казахстане они делают в год по 100-200 фильмов, да? И наш фильм, если только сделать там дубляж по-казахски, там очень серьезно этим заниматься. Но это тоже отдельная отдельные тоже затратная история. Затраты. Поэтому говорить об этом сейчас, я думаю, ну, рановато, сложно говорить об этом. Но все равно ведь у якутского кино должна прослеживаться какая-то траектория развития. И логично, что если мы хотим из этого сделать, ну, действительно креативную индустрию, которая будет зарабатывать деньги, пока она деньги зарабатывает только в республике, вот, все равно нужно думать ведь о прокате, о том, как выходить на какие-то рынки за пределами. Обязательно. Но это не дело, да, наши режиссеры, они всегда снимают на свои деньги. Сначала, да. Кто-то что-то продает, кто-то что-то влаживает, да. Но это не дело, конечно. Поэтому тут нужна поддержка. А как должно быть, по-вашему? Государственная поддержка. Через Сахафильм или как-то. Через Сахафильм год 80 миллионов в прошлом году раскидали, да? Но каждый год выделяется, Максим Сергеевич Николаев в каком-то году, уже не помню в каком году, принял решение, что 80 миллионов будет выделяться. Да. И оттуда не 80, а даже меньше, наверное, выделили, да? И очень хорошо, конечно, мы благодарны такой тоже программе, да, что все-таки фильм-то вышел. Хотя люди работали, многие работали безвозмездно, я хочу сказать, да, и на частных инвестициях, на кредитных карточках. Вот так вот вышел этот фильм. Но, с другой стороны, это ведь и есть же и удачные кейсы, когда вложили там, условно, 2 миллиона, заработали в прокате 10. Ну, есть такие у нас, конечно. Но вот об этой коммерческой стороне должен продюсер думать? Или вы, как продюсер, думаете больше о социальной составляющей, о создании фильма? Я только думала, в первую очередь, конечно, о производстве. А прокатом должны заниматься другие, мне кажется, так. Просто сил не хватает. Это все тянуть. Поэтому я считаю, должны это отрабатывать на уровне правительства или как-то. Ну, хорошо. Ладно, в заключение программы что-то, может быть, пожелаете начинающим кинематографистам? Или не стоит туда вообще лезть, пока проката нет? Нет, это очень интересная сфера, я считаю, да.
Обязательно учитесь, пробуйте, как вот Настя Диадорова. Она же до сих пор пробует себя, пробует. У нее 2 высших образования. Она закончила Московский государственный университет скульптуры и спорта. Потом она закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Она ищет себя, до сих пор она ищет, и она сейчас должна работать в адаптивном центре и будет развивать адаптивный спорт. В общем, человек не останавливается, Настя. Я просто поражаюсь ее силе характера. Да, это очень интеллектуальный и очень креативный человек. Вот на нее посмотрите, только посмотреть надо на нее. В общем, нужно сходить в кино, посмотреть на Настю, вдохновиться. Вдохновиться и жить дальше. И пробовать, и искать себя, и да. не останавливаться. Вот этого я хочу, чтобы каждый нашел в этом фильме какой-то стимул, чтобы дальше продвигаться по жизни. Спасибо вам большое за интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.